Вы смотрите телеканал БСТ. Программа «Салям» продолжается. Сиу Ширмадзаде, Юлия Санбердина по-прежнему в студии. Итак, друзья, весна грядет, да, и можно, наверное, все задумаемся, а куда же отдать своих детей? Да, в какой институт, какой университет. И, возможно, следующая новость порадует вас и, так скажем, сократит ваш момент мышления и принятия решения. Да, и поможет определиться с выбором. У нас в гостях, друзья, Шамиль Фазрахманов, директор Центра молодежных инициатив и социальной защиты Башкирского государственного аграрного университета, а также Руслан Тюлькин, Руслан Алексеевич, студент БГАУ. Доброе утро. Доброе утро. Итак, очень клевая штука у вас в университете. Это когда ребята, лучшие группы, так называемые, да, за свои заслуги отправляются по городам России кататься. Это Москва, Казань, Волгоград, Санкт-Петербург. И, соответственно, вопрос, как выбираются вообще эти лучшие группы и что нужно сделать для того, чтобы стать лучшей группой? Значит, суть отбора следующая. В конкурсе лучших групп могут участвовать любые группы нашего университета, ну и, соответственно, на каждом факультете. Университет предоставляет большие возможности для развития студента. Соответственно, развиваются они или занимаются в 5 направлениях. Это учебная деятельность, наука, общественная деятельность, культурно-творческая и спортивная деятельность. Значит, каким образом производится отбор? Он производится следующим образом. В течение года каждый студент определенной группы собирает свое портфолио. То есть он участвует в различных мероприятиях, за которые получает дипломы, грамоты, сертификаты и так далее. А затем по истечении учебного года учебная часть у нас объявляет конкурс. Соответственно, в этом конкурсе ребята собирают все свои достижения, вся группа получается. Вот. Суммируется балл, определяется рейтинг, и, соответственно, какая группа набирает большее количество баллов по совокупности, получается, та и побеждает на определенном факультете. Я хорошо пою, я быстро бегаю, у меня есть пятихатка. Каждый по своим возможностям. Это не совсем дополнительные баллы, Сиуш. Это хорошо, когда отправляются ребята в другие города. Какие города? Все ли я перечислил? Ну, Москва, столица, Санкт-Петербург, культурная столица. Еще Волгоград. Волгоград и Казань. А почему были выбраны именно эти 4 города? Ну, смотрите, вообще, Москва и Санкт-Петербург, это уж понятное дело, да, это такие города, в которых большое количество достопримечательностей. Ну и Казань, соответственно, у нас тоже обладает большим количеством. Город, да. И Волгоград почему выбран? Потому что в нынешнее время большой упор на патриотическое воспитание, вы понимаете, да? Посмотреть «Родину-мать». Вот лично я всегда мечтал посмотреть. Слава богу, 3 года назад мы ездили на патриотический слет, вот, где я наконец-то смог увидеть этот монумент. Но на самом деле это очень круто, впечатляет и размерами, и вообще вот целая атмосфера, которая там. Я помню, когда мы вот в юности как раз таки были, мы ездили на поезде, и на поезде объезжали, и так объезжаешь, вот как со стороны смотришь, и она прям вот появляется, это очень круто. А рядом особенно удивительно. Да. Вы как студент, понятно, что тут со стороны, так скажем, педагогической части мы сейчас рассмотрели, и есть понимание, как студенты к этому вообще отнеслись. Вот ваша группа стала лучшей, да, ну понятно, что у вас там сколько, 25 человек, насколько помню. 25. Все ли прям 25 упахивались, так скажем, чтобы стать лучшими? Или есть ребята, которые не верили в победу? Ну да, конечно, работали все. Участвовали в мероприятиях, та же «Студвесна», гранты писали, в олимпиадах участвовали. А вы лично какой вклад внесли в эту победу? Ну, самый большой, естественно. Самый скромный? Как староста, самый большой, самый скромный. Да, я участвовал во всех олимпиадах, которые проходили, снимал «Студвесну» и гранты писал. А получалось так, что вот, сходи давай, вот это сделай, мы тогда выиграем? Да. Как ребята идут, спокойно шли навстречу, вот одногруппники? Не Или все. говорили, Руслан, да хорош, что ты начинаешь, зачем нам об этом есть надо? И такие люди. Они не поехали, да? К ним тоже надо найти подход. Нет, все То есть поехали. определенно, все поехали в любом случае. А куда вы в итоге ездили и как провели эти несколько дней? Ездили в Москву на поезде. По приезду нас встретили в университете, в котором мы проживали. Заселились, поспали, естественно. Мы приехали в 5:30 только. Поспали до часу и сразу поехали в центр Москвы, на Красной площади погуляли, на ВДНХ хотели сходить, на Ленина посмотреть. Ребята сами выбирают города, которые поедут, или каким-то образом их, так скажем, предначертана судьба? Смотрите, там есть определенный механизм. Вообще выбор именно города, он был в качестве розыгрыша в этом году.
У нас День российского студенчества прошел, ну и как во всех университетах нашей страны, нашей республики. Значит, суть была какая? Вообще, День российского студенчества у нас в этом году прошел с довольно-таки большим размахом. Было театрализованное представление об открытии первого университета в нашей России. Вот. Далее был установлен лототрон, в котором были билеты. И старосты групп, которые уже определены как лучшие группы, подходили и в этой лотерее участвовали. Да. Руслан, ну ваши одногруппники были рады, что вы вытащили именно столицу страны? Не все. Кто-то хотел, кто-то Большинство сейчас хотело ездить. поехать в Питер. Понятно. Ну Но что ж, а вы вот- же будете участвовать дальше? Конечно. Мотивация повысилась. Могут побеждать, да, каждый год? Никто не ограничивает. Если в группе занимаются ребята и, соответственно, занимают большие результаты, то есть достигают больших результатов, то ограничений нет, в принципе. Руслан, ну скажите, вот для вашей группы эта поездка стала же, наверное, каким-то командообразованием? Конечно, мы все очень сильно подружились в этой поездке. Ну теперь будете активнее работать на то, чтобы съездить еще раз, еще и в Надеюсь. северную столицу. Шеф Игоревич, ну и как я уже говорил до этого, да, мы говорим про тему поступления. Весна уже грядет, и многие родители, да, хотят определиться с университетом, да, и с вузом для своего чада. И, соответственно, несколько вопросов актуальных, да, самых сейчас. Для участников СВО, для детей участников СВО, есть ли какие-то преимущества те, кто вот решится поступать к вам? Да, для участников СВО и для детей участников СВО я немножко вот объясню ситуацию, каким образом происходит вообще поступление. Ну, что касается именно конкретно детей участников СВО. Дети участников СВО предоставляют документы, ну, так же, как и все остальные студенты. Да, они могут сделать это лично в приемную комиссию нашего университета, либо же сейчас, ну, новые направления, вот через госуслуги можно документы предоставлять. Они могут поступать как на общих основаниях, то есть по результатам ЕГЭ, но для них отдельно есть так называемый внутренний экзамен. То есть они сдают те же самые 3 дисциплины единого государственного экзамена, но сдают их внутри университета. Вот. Это если родитель просто находится в зоне СВО, он как бы он жив, здоров, все с ним нормально. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда либо родитель получает какую-то травму, увечье, контузию и так далее, либо же, к сожалению, погибает в зоне СВО. Такие студенты могут поступать без экзаменов. То есть они предоставляют документы в университет и сразу зачисляются. Угу. Понятно. Ну, раз уж про поступление заговорили, а в чем разница поступления из колледжа и из школы? Ну, смотрите, если студент поступает после школы, он поступает на основании результатов единого государственного экзамена. Если поступает после колледжа, то он поступает, опять-таки, по внутреннему экзамену на базе среднего профессионального образования. То есть, То есть чуть-чуть поменьше нагрузка. Ну, в принципе, да. Тем, кто имеет средний Либо ты в школе 2 года, так скажем, отсидел, либо 4 года в колледже отшумел. Да. Ну, разные, да. Да. Слушайте, вот и вопрос, да, у нас пока еще немного времени. Вот у вас такая должность, вы директор Центра молодежных инициатив. А какие-то инициативы у вас, ну вот в БГАУ, это, так скажем, тоже вот ребятам, те, кто нас сейчас смотрит, да, молодежь инициатива, чтобы понимали, что есть такой центр. Где поддерживают вас? Где В поддерживать, каких да. сферах? Вообще, Центр молодежных инициатив в том виде, в котором он сейчас есть, он появился в марте 2023 года. Мы захватываем очень большой спектр направлений. Это и патриотическое направление, как уже я сегодня сказал, и волонтерское направление. Студенческие научные кружки вот сейчас у нас довольно-таки на виду находятся, на большом подъеме. Кроме этого, интернациональные направления, патриотическое воспитание молодежи, я уже сказал. Наши ребята, кстати, по этому направлению выезжали в город Ростов. Они работали на гуманитарном складе, вызвались сами и даже выезжали на новые территории России. Вот, помогали, адресную помощь оказывали. Вот. А какие современные есть методы, которые вы внедряете в свою работу? Ну, то, что я уже сказал вот про студенческие научные кружки, это так называемая национальная технологическая инициатива. Благодаря поддержке нашего университета мы сейчас очень большой упор делаем на студенческие научные
направления. Вот у нас на некоторых факультетах они довольно-таки сильно развиты. Выделить могу факультет механики и цифрового инжиниринга, где мы, ну, потому что я сам там не являюсь, так скажем, руководителем этого кружка, мы различные направления для того, чтобы ребята работали руками. То есть вот сейчас нынешнее поколение, вот, знаете, в школах тоже внедряются уроки труда и так далее. Вот. Мы своими руками изготовляем различные гоночные автомобили, далее зоны отдыха в университете тоже из подручных материалов ребята у нас подготовили. Ну и если брать другие факультеты, то, допустим, факультет природопользования и строительства у нас также занимается дрон-технологиями, агротехнологии занимается ландшафтным дизайном, ландшафтной В архитектурой. общем, возможности для того, чтобы Огромное проявить количество себя. возможностей, главное было желание. Если бы я со своими Здорово. земляками учился бы у Шамиля Фаридовича, мы бы своими руками из подручных средств соорудили шаурмичную. В общем, друзья, у нас в гостях были представители Башкирского государственного аграрного университета. Это Шамиль Фазрахманов, директор Центра молодежных инициатив и социальной защиты БГАУ, и Руслан Тюлькин, студент аграрного университета. Ну, Руслан, вот пару слов. Вот, что такое быть студентом БГАУ? Это? Усердно учиться, получать стипендию и любить свой город. Вот так вот. Любите столицу. БГАУ, one love.